Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir... Мероприятие, посвященное 56-й годовщине прихода к политической власти в Азербайджане великого лидера Гейдара Алиева, было совместно организовано Советом ветеранов партии Йени Азербайджан, Сабаильской районной организацией партии Йени Азербайджан и Народным объединением развития связей между аксакалами тюркских стран. Выступивший вступительной речью на мероприятии руководитель Сабаильской районной организации партии Йени Азербайджан Мухтар Нагиев рассказал о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед нашим народом и государством. Нагиев отметил, что с избранием Гейдара Алиева первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана в 1969 году начался великий путь развития республики. Руководитель организации заявил, что это основа будущего развития, возрождения, прогресса и светлых надежд Азербайджана. Председатель Совета ветеранов, член правления партии Ариф Рагимзаде отметил, что реформы и меры, реализуемые в Азербайджане после прихода Гейдара Алиева к власти в июле 1969 года, обеспечили развитие нашей республики. Хотя Азербайджан и провозгласил свою независимость в 1991 году, это произошло после возвращения к власти Гейдара Алиева. Ильгам Алиев успешно продолжает путь Гейдара Алиева, восстановив территориальную целостность и суверенитет. Азербайджан сегодня имеет большой авторитет в мире. Президент Общественного объединения развития связей с аксакалами тюркских стран, член Совета ветеранов партии Йени Азербайджан, академик Судеев Имамвердиев в своем выступлении отметил, что новейшая история Азербайджана и развитие нашей страны напрямую связаны с именем Гейдара Алиева. Экс-министр образования академик Мисир Марданов в своей речи отметил, что великий лидер Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь народу и государству Азербайджан. По словам Марданова, приход великого лидера к политической власти в Азербайджане в 1969 году стал поворотным моментом в истории нашей республики. Член Совета ветеранов ПА отметил, что в основе всех успехов, достигнутых Азербайджаном сегодня, лежат бесценные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева. Мы не должны забывать, что эти успехи – результат дальновидной политики великой личности Гейдара Алиева. Пусть душа великого лидера Гейдара Алиева будет спокойна и счастлива, ведь сегодня Азербайджан – независимое и сильное государство. Под руководством нашего президента, победоносного, верховного главнокомандующего Ильгама Алиева, наша страна полностью восстановила территориальную целостность и суверенитет. На мероприятии выступили также член Совета ветеранов ПА Тагир Мамедов и член Совета правления Народного объединения развития связей между аксакалами тюркских стран Рамис Мешади Гасанлы, которые подробно рассказали о значении самоотверженной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева для нашей Родины. Новым членам партии Йени Азербайджан были вручены членские билеты, а группе активистов Сабаильской районной организации партии почетные грамоты. Мероприятие завершилось гимном партии Йени Азербайджан.
Несмотря на то, что проходят века и годы, наследие, построенное на прочном фундаменте, никогда не разрушается, а развивается, проживается и остается как наследство будущим поколениям. Мы расскажем о карьерном пути Таштанбека Ахматова, оставившего большой след в жизни в Тонском районе Сыкульской области Кыргызстана, о успешной деятельности его нынешнего поколения. Кратко сообщим, что Таштанбек Ахматов известным в Кыргызстане героем труда. О нем много писали, говорили, даже сняли документальный фильм. Таштанбек Ахматов родился в 1938 году в селе Коксай Тонского района Сыкульской области. Киргизский государственный политический деятель. В 33 года проработал пастухом в колхозе 12-го съезда партии Тонского района Сыкульской области. Внес большой вклад в развитие овцеводства республики. Был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР 9-11 созывов от Кыргызской ССР и народным депутатом СССР. Дважды герой социалистического труда. Он прошел путь от пастуха до вершины власти. В результате Таштанбек Ахматов решил вернуться к своей первоначальной профессии чабана. Их дело продолжает сын Батырбек. Он установил памятник своим родителям в саду дома, где они жили. Самое главное, что памятник был воздвигнут в сердцах нынешнего поколения этой семьи. Также был создан частный музей имени Таштанбека Ахматова. Во-первых, мы хотели бы познакомить вас с примерами использования опыта Таштанбека Ахматова в сельском хозяйстве и животноводстве. Мы посетили музей в честь этого выдающегося деятеля в сопровождении его дочери Гульмиры Аим, которая является известной мастерицей в Кыргызстане и ряде других стран. Нас также пригласили на 4-й агрофестиваль Тюркелмедиа. Подготовка была сделана на очень высоком уровне. До начала агрофестиваля оставалось немного времени. Нас пригласили в дом, чтобы выпить чай. В доме, где мы побывали, весьма уютно. Гостиная комната украшена национальными предметами и личными вещами хозяев. Мы познакомились с хозяевами дома. Напомним, в этом районе в советское время располагалось овцеводческое хозяйство легендарного чабана Таштанбека Ахматова. Сегодня его сын Батырбек Ахматов разводит овец-мериносов, пасет скот и принимает туристов в этнотуристическом комплексе Джайчи. Отметим, бюст Таштанбека Ата находится в 2 шагах от дома, а еще здесь находится этнографический музей советского времени. Здесь установлен памятник его супруге Азинакан Макеновой, которая умерла 35 лет назад в возрасте 52 лет. Статуя матери и супруги в одеяниях хранительницы держит в одной руке младенца, в другой ягненка. Образ Азинакан, тянущую нижнюю часть сакмалы во время отсела овец отца Таштанбека, изображена как реальная картина. Посвящены этой статуе и стихи. Моя мать, которая любит служить своему народу. Моя мать, подарившая отцу двойную звезду. Даже если он месяцами ходит на встречи, моя мать, которая бессознательно заботится обо всех своих животных. Под нашим домом находятся корни таинственного древа, которое Азинакан посадила еще при жизни. Моя мама посадила это дерево, когда была жива. Дом стоит одиноко под таинственным древом. 9 разных ветвей произошли от одного древа. 9 детей рассказывают о рождении. О, таинственное древо, скрывает жизнь прошлого, мамина радость и мечта.
Он вырос в корнях древа, рассказывает Гульмира Аим, читая стихотворение, которое она написала для своей матери. Жители этого края до сих пор помнят славную жизнь Азинакан и ее большой вклад в превращение героического пастуха в героя. Наша мама Азинакан Макенова, как символ огромного труда, работала тихо, не касаясь земли, у нее остановилось сердце. Я думаю, что статуя, посвященная моей матери, это в целом образ женщин-пастухов во времена Советского Союза, говорит Гульмира о своей маме. Мы находимся на площади проведения агрофестиваля. Луговой воздух, прохладный ветер под жарким солнцем. Сегодня это место можно сравнить с городком кочевников. На газоне уложены подушки. Там создали сцену для выступающих. Есть также коврики для удобства зрителей, чтобы они могли сидеть на зеленой траве. Фестиваль объявили открытым. После приветствий и кратких выступлений участников перед гостями агрофестиваля из Америки, Японии, Турции, Азербайджана и нескольких регионов Кыргызстана Батырбеку Акматову и Гульмире Аим за успешную деятельность были вручены почетные грамоты и награды. Азыр биз Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көксай айылында турабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, тоо койнундагы чөйчөктөй көкшүбер жерде жайчы агрофестиваль өтүүдө. Бул иш-чара быйыл 6-чы жолу өтүп жатат. Иш-чарага атайын Бишкектен коноктор, чет элден келген туристтер жана колөнөрчүлөр келишкен. Алар өз эмгектерин көрсөтүшүп, бардыгына кыргыз баалуулуктарын даңазалоодо. Бул фестивалды Гульмира Акматова менен Батырбек Акматов уюштурууда. Ушул Жүм байрамын өткөрүүгө алыска Кытай жергесинен, Мургап жергесинен коноктор келип, сиздердин алдыңыздарда майрам тартууламак. Санаты болду юлсуз мен, сапырылып эл келди, эр көңтөгөй айкырды, көңтөй угуп кам кылды, калмактас келе төгүп, 60 000 болду деп айтып элге таң кылды, олугуп көңтөй атканды, көңтөй батыр atan. Бакай баш болуп, батыр манас жаш болуп, жектеше турган чак кеп томоруп, жамгырчыга ер бакай жибербеди жол коюп. Эне сай деген жер болгон, жери сонун кең болгон, өсөнү токкой чер болгон, төрлөрү туллан күр болгон, тыңдуунун баары бөлүндө, сойгону күндө бе болду. Kyrgyz folk and the tales. Бул фестивалдын алкагында жыл сайын кызыктуу иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мисалы өзүңүздөр көргөндөй аркамда апалар жибирип жатышат. Андан аркысында болсо килем токуу процессин көргөзүп жатышат. Ошондой эле улуттук музыкалык аспаптарды кандай жасап жатышат, ошону көрсөтүп жатышат. Мындан тышкары чоподондагы буюмдарды жасоону демонстрациялашты. Чопочор ылайдын эки түрүнөн же болбосо алардын аралашмасынан жасалат. Жанагы карапа жасай турган кызыл ылай же болбосо чыны жасай турган ак ылайдан жасалат. Ал ак ылай менен кызыл ылайдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Ошол кемчиликтерин жоюп артыкчылыктарын алып чыгыш үчүн мен ошол ак ылай менен кызыл ылайдын аралашмасынан жасайм бүгүнкү күндө. Анан топундан ушинтип ийип, жайды жайлата түйүп кышка даярдап келет элек да. Анан эми бул кыздарыбыз шаарда чоңоюп калган үчүн анча ушуну билбей атат, бирок баары бир мындай өзүнүн канында бар деп коет го. Мындай колдор эптүү келип атат да. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Мен сергетет менде жүргөн элесиң, мелмиреген ысык көлдүн таңындай. Чего сегодня собирались, скажете? Биз бул жерге ушунча эл менен чогулганыбыздын себеби, ушул майрамдын максаты биздин Союз элине таанымал социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, кыргыз элинин баатыры Таштанбек Акматов биздин атабыз.
Причина, по которой мы собираемся на сегодняшнем аграрном празднике и проводим праздничные мероприятия, заключается в том, что Таштанбек Акматов, дважды герой социалистического труда, герой Кыргызской республики, наш легендарный отец-пастух, руководил здесь хозяйством во времена Советского Союза. Здесь прошло наше детство. Мы храним это место как зеницу ока и храним его священным. Наш отец разводил мереносных овец и трижды получил звание героя. Шкуру этих овец я использую для изготовления национальной одежды. Мы проводим такие агрофестивали с целью сделать кыргызскую традиционную ремесленную национальную одежду, изготовленную в современном стиле, сделать ее известной повсюду. Мероприятия мы проводим для того, чтобы показать гостеприимство моего брата Баатырбека туристам из зарубежных стран и познакомить с ним нашу нынешнюю молодежь. Ведь современные городские дети не умеют готовить продукты, содержащие много молока. Есть и те, кто думает, что молоко добывают из порошка. Есть те, кто никогда не видел и не знал о процессе изготовления одежды и продуктов до того, как пришел в магазин. Наша цель – предоставить нынешнему поколению и гостям из зарубежных стран кыргызскую национальную одежду и еду. Кроме того, приезжающие сюда туристы хотят познакомиться с нашей национальной культурой. Поэтому мы организовали такое праздничное мероприятие для туристов из городов Кыргызстана, а также из-за рубежа. Я участвовала во всемирной выставке, проходившей в Америке 3 раза. Например, я впервые взяла шарфы из шерсти мериноса на всемирную выставку в Нью-Йорке. Последующие годы я участвовала в ярмарках со своими одеялами. Все вещи, которые я везла, были распроданы мгновенно. Однако количество невелико. В Кыргызстане овечья шерсть не имеет ценности, а в городах есть поколение людей, которые заботятся о своем здоровье, ценят украшения из натуральной кожи, любят эксклюзивную одежду. Одежда с фабрики такая же. Однако количество людей, интересующихся элегантной и уникальной одеждой, изготовленной ремесленниками, увеличивается. Каждый хочет носить индивидуальную и разную одежду. Среди иностранцев также немало ценителей редкой одежды ручной работы. Женщины, которые работают на моей маленькой фабрике, придут в пряжу. Мы красим пряжу, привозим ее в город, переплетаем из нее изделия. Данным делом могут заниматься только терпеливые, целеустремленные люди. Некоторые спрашивают, почему одежда дорогая. На самом деле не всем известен долгий процесс прядения 1 килограмма пряжи, ее плетения и превращения в одежду. Пока что я единственный, кто ткет шерстяные ткани и шьет одежду в регионе самостоятельно. Ваша семья помогает вам в работе? Расскажите нам поподробнее. Нурбек по профессии зоотехник. Всю жизнь поддерживает меня, помогая в рукоделии. С пониманием относится к моей профессии. Нурбек также открыл предельную мастерскую в селе Кызыл-Суу Кеминского района. У меня есть дочь и 2 сына. Они выросли в Бишкеке. Профессии и цели разные. Тем не менее, они помогают мне, когда я в этом нуждаюсь. Я была наставником тех молодых людей, которые интересовались рукоделием, и обучала их прекрасной профессии, доставшиеся нам от наших матерей. Некоторых из них я учу вышивать, вязать, шапки, работать с красками. Некоторым девушкам, имеющим талант к рукоделию и получившим направление, эта работа подходит как никогда. Энелерди тирүүсүндө барктайлы, аяр сүйлөп. Сейчас я пришлю. Өтө бийик деңгээлде өтөт экен. Көрүп алып аябай таң калып атам. Чет өлкөлүктөрдө абдан көп болот экен. Биздин ата бабаларыбыздан калган баалуулуктар
кол өнөрчүлүктөрүбүздү аябай баалашат экен, кызыгып карашат экен. Жүндөн токулган кийимдерибизди, калпактарыбызды, белдемчи чепкен, ата-бабаларыбыздан калган туш кийистерге, шырдактарга, ала кийистерге абдан көңүл бурушат экен да. Биз ойлойм, ушундай фестивалдар, сунактар, жарманкелер абдан көп өтсө, бизде туристтер көп келмек, биздин оокаттарга абдан чоң кызыгат экен. Абдан таң калып атам, кубанычтамын, мага абдан жагып атат. Окуучуларга кыргыздын унутулуп бараткан буюмдарын үйрөтөм. Эң биринчи менин үйрөткөн буюмдарым шырдак болду. Кичинекей сидушка, шырдактарды жасадым. Бул азыр көп биздин келечек муундар жасабай калышчы. Мурунку чоң энелерибиз жасап келишкен, кыздарына эсеп кылып беришкен. Эми ошону жаңылатып, модага жараштырып, оймолорун дагы шайкеш келтирип, жакшынакай шырдактарды жасап атабыз. Азыркы учурда кыздарга кайра мурункудай шырдактан сеп бере башташты. Мынакей жасаган оокаттарым бары, өзүм жасаган оокаттар жана окуучуларым да жасаган. Кол өнөрчүлүк биз суктанабыз, биз мактанабыз. Чынында эле ушул өтүп баратып биз кирдик, ушуну Агрофест өтүп атыптыр, Жайчал отосунда деп. Абдан кубанычтамын мен келгениме. Анан биз да эл аралык өзүбүздүн чет өлкөлүк бир досторубуз, конокторубуз бар эле, ошолор менен чогуу келип, албетте чоң сыймык. Ушулар менен албетте даңазалап өзүбүз чыгышыбыз керек. Негизинен азыркы учурда бул соодай маселе баягыда эле жөн эле баягыдай бөлүшүү, мактануу болуп атат. А бирок буюрса бул 100 миллиондук бир чоң бир индустрия, экономиканын өтө маанилүү бир тармагына айланмакчы. Фестивалдын максаты менин койдун баалуулугун элге көргөзүү, жайылтуу, ошондой эле элге көрсөтүү да. Анан ошону менен бирге эле биз жылда уюштуруп атабыз, быйыл 6-чы жолу. Эми Кудайга шүгүр, жылдан жылга жылыш бар. Мурда мисалы кол өнөрчүлөрдү сүйрөп колунан жетелеп алып келсең, быйыл өздөрү келип атышат. Азыр областтардын ар кайсы райондорунан келип атышат. Алыскы тетиги сырт жергесинен могу кыргыздын даана тамак аштарын көтөрүп алып, алар келип атышат. Менимче ар бир фестивалга караганда быйылкыбызда мындай жылыш бар деп ойлойм. Азыр болсо бул жерге келген кол өнөрчүлөрдүн баары өзүлөрүнүн өнөрүн туристтерге көргөзүү максатында. Өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, анан ошону сатып, анан кайра киреше алып, өзүнүн кайра дагы өнөрүн андан ары өркүндөтүүгө аракет кылып атышат да. Негизи эле кол өнөрчүлүк менен туризмди азыр бири-бири менен байланыштырбасак, кыйыныраак болуп калды. Ошон үчүн кол өнөрчүлүктү туризмсиз, туризмди кол өнөрчүлүксүз көрүүгө болбойт деген жыйнакка келдим да мен өзүм да. Бардык эле адам буга деген аябай чыдамдуу адам керек, анан өзү кызыгып, анан изденген адам керек. Жөн эле киши жасайм деп элбейт. Кээ бир айтат, мунун эмне кымбат дешет да. Анан мен айтам, 1 килограмм жибирип. Теперь я свободна от забот семьи. Я провожу много времени, обучая девочек рукоделию и работе. Кстати, кроме положения женщины в обществе, есть еще роль воспитания детей и материнства в семье. Вам сложно совмещать эти задачи? Я считаю, что детей, которые родились и выросли в городе, лучше много брать в деревню и вовлекать в сельскую местность, и вовлекать их в жизнь села. У нас есть животноводческая ферма моего мужа в Кемине. У нас есть пастухи. Разводим огород, есть свои фрукты и овощи. Мы воспитываем детей, чтобы они много работали. Сколько лет вы занимаетесь рукоделием? В этом году исполнилось 27 лет. В 1993 году в Кыргызстан приехала американская программа «Фермер фермеру». По программе было 3 направления: обучение переработке ячменя, джина, молока, изучение опыта американских фермеров. Например, целью было не покупать и употреблять овечью шерсть как сырье, а перерабатывать ее и производить из этой шерсти готовую одежду и товары. Торговля ячменем вместо зерна не приносит хорошей прибыли. Если из него производить пиво, это станет
вполне стабильным бизнесом. Кроме того, производство сыра более выгодно, чем продажа самого молока. Это была приемлемая программа. Приспособившись к овцеводческой ферме моего отца, мы выбрали сферу овцеводства. 20 женщин были приглашены на ферму моего отца в селе Коксай, где их обучали методам селекции по новой технологии. В то время моя мама была слепа, поэтому я отвечала за организацию этих процессов. Некоторые стажеры уехали в Америку с моим отцом и там приобрели дополнительный опыт. По требованиям программы нужно было набирать других, а не членов семьи. Однако к работе, начатой с добрых пожеланий, женщины не подошли серьезно. Некоторые боялись, что такая работа может негативно сказаться на их семье. Некоторые говорили, это не мое дело. В те годы женщины не избавлялись от привычного для них отношения к домострою и своим социальным правам. С другой стороны океана пришло такое оборудование, как прялки, ткацкие станки. Поскольку наша цель по созданию рабочих мест для граждан и началу работы не была выполнена, нам ничего не оставалось, как привезти оборудование в Бишкек и эксплуатировать его там. Я попросила у женщин тетради с уроками, полученными в рамках программы «Фермер фермеру», и сама начала читать их каждый день. Волонтеры посоветовали мне делать и продавать носки из пряжи. Первый продукт, носки, был распродан сразу за $50. После этого я начала вязать носки и свитера. Вскоре на кыргызский рынок стала поступать синтетическая одежда из Китая и Ирана. В те годы наши люди не знали разницы между синтетикой и настоящей шерстью. Они продолжали покупать ее по дешевке, потому что у людей не было денег. Наши заводы тогда остановились. В те годы тогда я думала, какую одежду я могу сделать из чистой овечьей шкуры, которая будет быстро принята народом. Эта мысль была в моем сердце. Однажды, когда я пошла на Ожский базар, там стояла группа людей, зачем-то в очереди. Когда я подошла к ней, это были мужские шейные платки индийского производства. Я подумала сделать этот шейный платок из овчины. Кыргызы шили шубы из шкур волка, лисы, леопарда, овцы с мясом сапсагай. В холодные дни можно было собрать воротник и защититься от холодного ветра, поэтому большой необходимости в шейных платках не было. Я была в Турции, Японии, Индии, Венгрии, несколько раз в Китае и Америке, и не только. На тот момент я поехала в Штаты, там я увидела новое свое направление. Набралась опыта, а теперь стараюсь шить модную одежду. Наряду с другой одеждой мы изготавливаем разные виды головных уборов. Однако у меня есть цель – сделать шарфы и одеяла брендом Кыргызстана. Шкур овец моего брата Баатырбека хватило на мой товар, ведь Баатырбек выращивает более 500 овец-мериносов. Однако очень жаль, что поголовье мериносов в Кыргызстане не увеличивается. В стране в изобилии разводят овец-мериносов. В стране необходимо разводить больше овец этой породы. Они сами могут оправдать существенную часть затрат на свое разведение. Цель моего брата – популяризировать разведение овец-мериносов, а моя цель – сделать из этой овечьей шерсти национальную одежду и сделать ее известной всему миру. Вот вы очень интересно рассказываете, конечно, это очень интересно. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно национальное? Вот такой, который вы хотели молодежи научить, рабочие места. Ведь есть очень много разных коммерческих деятельностей, да? А вы выбрали именно непростой труд. Биз эмгек менен көнгөнбүз. Биз жеңил оокатты жасаган бизге мындай анча деле эмес. Ошондуктан мен Наши родители воспитывали нас не для того, чтобы убегать от жизненных трудностей, а для достижения поставленных целей. Когда я была маленькой, моя бабушка говорила, если демона поднести к его носу, с неба упадет голубая бусина. Когда с моих детских чувств действительно с неба упала голубая бусинка, я подумала, получается, что она давала стимул ребенку и поощряла его к работе добрыми словами. Однако каждый раз, когда я отправляюсь в зарубежные страны, во время отлета в самолете, я вспоминаю слова своей бабушки. «Держу пари, это синие бусы». Когда я была ребенком, в долине озера жила известная пастушка по имени Зейнеп Бейшикеева. Я тоже хотела быть известной, однако, хотя и не пастухом, я занимаюсь распространением национальных изделий из меха по всему миру. One, two. Çok cana yakın, yani burada turist gibi değil de hani buralıymış gibi hissettiriyorlar bize kendimizi. Oyun da oynadım ben başta, oyun vardı onu da oynadım, o da süperdi, çok keyifliydi.
Ondan sonra burada yürüyüş de yaptım kıyafetlerle, buranın kıyafetleriyle. O da çok güzeldi. Yani çok eğlendim. Dans da ettim, evet. O koyunun kılını almak o kesinlikle hatıramda kalacak bir şey. Предлагаем вернуться к интересным и запоминающимся моментам фестиваля. Самарова. Count. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Алыбек, 1, 2, 1, 2, 1, 2. На высшем уровне. Ай, молодцы. Кыргыздар, вы прям как будто тренировались, а? Билгенсиздер го? Please be careful. Буттарын аргы денелеріңізді байлағыла. Отметим, здесь участники также показали и свою силу. Видно, да? Опа. Мінекей. Ошентіп тұрып, азыр бір волонтер, екінші волонтерді азыр отыратқана. Кім қалайды? So now, who would like to try it? Two gentlemen. Sancar Bekir. Qana. Boşlap turamiz. Победила дружба. Эй, Джон! Телевизион ұстаңда қой түземіз, брат. Айзелекке көй тартышат. Биздин балбал кыздарыбыз. Кана Маркелага кол чабып тургула. Айзелекке кол чабып тургула. Кана кеттик. Айзерек. Маркела. Айзерек. На сегодняшний день я получила более 100 грамот и дипломов многих фестивалей и ярмарок, но пока в моей копилке нет государственных наград. Я считаю, что каждая из полученных мной наград охватывает отдельную эпоху моей деятельности в области рукоделия. Это большая честь для меня, ведь я хочу посвятить свою жизнь распространению давно существующего кыргызского искусства и обучению ему молодежи. Я сравниваю, как развивается кустарное производство в соседних странах. Например, меня часто приглашают в Таджикистан, Казахстан и Россию.
Согласны ли вы с мнением, что женщины слабее мужчин? Нет, я так не думаю. Если вы считаете себя слабым, другие будут относиться к вам соответственно. Я считаю, что женщина 21 века должна хранить очаг семьи, воспитывать детей в нравственности и знаниях, стать человеком, который может принести пользу обществу. Необходимо показывать работу, путешествовать по миру, готовить учеников, которые понесут эти технологии, новые знания далее. Здесь семья моего брата Батырбека разводит овец и развлекает туристов. У жены есть масло, курут, хлеб, чабан. Все блюда готовятся нашей дочерью. С одной стороны, цель состоит в том, чтобы жители окрестных деревень готовили и продавали туристам свою национальную еду. Например, традиционный способ приготовления хлеба был забыт и выходил из употребления. В этом году здесь берутся за выпечку в кастрюлях и сковородках. Предпринимаются большие усилия по воспроизведению пищевых продуктов, приготовленных из молока. Что послужило причиной создания ремесленного производства? Когда мы были маленькими, мы брали коровью кожу и делали из нее шарик. Моя прабабушка и мама делали шерсть и войлок, когда были в поле. Несмотря на то, что у них было много обязанностей, связанных с заботой о многих детях и уходом за домашним скотом, они находили время для вязания, плетения пестрого войлока. Летом много дождей. Когда на улице шел дождь, мы не могли выйти. В это время мамы беседовали и подолгу сидели, занимаясь рукоделием. Вместе с мамой я обучалась процессу создания изделий. Мяла войлок, снова стирала, помогала во всех процессах. Училась смешивать и сочетать краски узоров. Этот навык ты совершенствуешь всю жизнь. Почему-то мама хотела больше привлекать меня к рукоделию. Многие девушки вышивали. Почему ты не вышиваешь? Несколько лет назад женщина, знавшая мою мать, сказала мне: «Это подарок мне от Азинакан. Теперь ты храни это как благословение и спрячь». Она передала мне шелковый носовой платок. Моя мама сделала его, когда была еще юной. Это похоже на красивое произведение искусства. Моя мать, вероятно, хотела, чтобы я стала известным ремесленником из Раматии. Когда я расслаблялась, моя мама говорила: «Ну, я могла бы отвести тебя к известному и талантливому мастеру по имени такому-то. Что касается меня, то мне нравилось преподавать кыргызский язык и литературу в школе. Мы с Нурбеком поженились, когда Нурбек учился в партийной школе в России. Я жила у свекрови в селе Кимин с 2 детьми. В 1992 году союз распался, у людей возникла нехватка продуктов, начались кризисные годы. Сообщалось, что факты нехватки хлеба поступают из разных уголков республики. В то время люди узнали о моих ремесленных способностях. Был заказ, моя свекровь поощряла осуществление желания Азинакан, чтобы я стала ремесленником. Женщины в деревне приносили мне подделки и стали делать их на заказ. Женщины в деревне просили меня сделать подделки, сделать работу на заказ. Некоторые из них платили сахаром, чаем, кто-то сливками, кто-то айраном. Я говорила свекрови: «Мама, давай я сделаю бесплатно. Мы раньше делали то, что женщины просили». Моя свекровь на это мне ответила: «Они приносят это с добрыми намерениями и хорошими мыслями. Не оставляй свое сердце, возьми то, что тебе дают». Моя решимость достичь своей цели толкала меня вперед еще больше. Мы обратились к индийскому деловому партнеру за работой. Начали производить много этикеток надежного качества с торговой маркой Гульмира из Индии с надписью «Сделано в Кыргызстане», специально написанной на английском языке. Только после этого мои продукты стали очень нравиться нашим покупателям. Когда я ездила на выставки, организованные торгово-промышленной палатой Кыргызстана, покупатели не просто выкупали, они начинали говорить: «Теперь нужно сделать это место таким, а это место таким». В 1997 году я получила малую медаль с такой выставки, а в 2002-2006 годах я привозила домой золотые медали кыргызских ярмарок и выставок. Каждый год привожу дипломы и сертификаты ярмарок, прошедших в столице. В 2012 году я получила награду «Лучший предприниматель» также от мэрии столицы. Сегодня женщины занимаются прядением на фабрике в селе Кызылсу Киминского района. Мы привезем пряжу в Бишкек и превратим ее в товар. Вы поставляете товар в другую страну? Сегодня прогрессивные люди мира поддерживают экологически чистую одежду. Америка, Германия, Франция, Венгрия, Шотландия, Англия, Швейцария, Турция, Китай, Индия, Япония и не только. В других странах наша одежда и сувениры с брендом Гульмира вызвали интерес. Чем больше мы участвуем в мировых выставках, тем больше опыта приобретаем. Например, на большую выставку в Шанхае я взяла небольшое количество товаров, о чем очень пожалела. На мой взгляд, дальше будет сложнее. Китайцы сами производят товары и хорошо
хорошо конкурирует. Время теплых вещей и шерсти прошло, подумала я, а мои пончо, шапки, шарфы, одеяла были раскуплены за день до вечера. В последующие годы то же самое произошло и на Всемирном фестивале ремесел, ежегодно проводимом в Америке.